В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. И сегодня у нас в гостях народная артистка России и Якутии, член художественного совета театра оперы и балета Республики Альбина Борисова-Кычкина. Альбина Михайловна, здравствуйте. Сегодня с вами поговорим мы про год культуры, в первую очередь, который объявлен в России в 2019 году. И вот для вас, как для певицы, что означает вообще вот этот год, объявленный в России, именно год театра? Простите, сказал год культуры, год театра. Добрый день, Павел. Ну, конечно, для нас это очень радостное событие, надо сказать, потому что мы понимаем, что в этот год театра как раз проблемы и вообще в каком состоянии находится театральное искусство вообще России, будет под пристальным вниманием руководства и госчиновников, которые отвечают за эту отрасль культуры, скажем так, да. А для нас это и ответственность, и радость, потому что потому что у нас прибавится много новой публики, но и в то же время ответственность, потому что мы будем под пристальным вниманием, нас будут разглядывать буквально, образно говоря, под микроскопом. Ну вот конкретно все же с какими, скажем так, да, надеждами больше связываете, да, с годом, какие надежды связываете, да, с годом театра? Это все-таки какое-то материальное обеспечение, улучшение именно театров в России, не говорю конкретно про театр оперы и балета вообще, да, или же это больше даст такой стимул развития именно творческого потенциала? Ну, наш творческий потенциал развивается всегда, последовательно, поступательно. Поскольку в основе лежит творчество, само понятие творчества, конечно, это непрерывный процесс. Но материальная сторона дела тоже немаловажна, особенно в театральном деле, потому что вынести спектакль на суд публики – это огромный, тяжелый труд. В этом процессе заняты не только творческие труппы, цеха театра, да, особенно нашего, но и, скажем, такие понятия мастерские, которые изготавливают задники, которые изготавливают декорации, костюмы, шьют костюмы. Это огромный процесс творческий, и именно даже тоже творческий. Ну, вот как вот получается, как в телевидении, за кадром очень много людей остается, да, которые очень много работников невидимого фронта. Но вот конкретно говоря про оперу, это искусство все-таки сегодня такое элитарное, или каждый желающий может все-таки понимать это искусство? Во всем мире принято считать, что опера – это элитарное искусство. Но в нашей стране это искусство, поскольку был провозглашен лозунг, что искусство принадлежит народу, это понятие стало более широким, да, и, в принципе, оперное искусство сейчас понимают и принимают очень многие. Мы это наблюдаем по тому, как ходят к нам зрители, и по тому, насколько прибавляется армия наших поклонников. Ну вот, допустим, у театров драматических таких, да, к примеру, они стремятся все-таки, чтобы их спектакли собирали полный зал. Вот в оперных и балетных, да, театрах такая задача ставится, или же все-таки упор идет на то, что найдем своего зрителя, что называется? Я думаю, что это одна из составляющих, потому что если идти на поводу у публики, то можно скатиться до уровня, ну, грубо говоря, конечно, плинтуса. И мне бы не хотелось, чтобы наш театр опускался, ну, на такой низкий уровень, потребительский, то есть на ширпотреб, грубо говоря, да, потому что творчество понимается, ну, в моем понимании, это все-таки высокое искусство. Наша опера – это высокое искусство. Значит, мы должны растить нашу публику до уровня понимания высокого искусства. То есть, так сказать, взращивать духовно, да, публику. Лучше меньше, да лучше. Ага. Но вот вы часто ездите все-таки по стране, бываете в других театрах. Ну и не только по стране. Не только по стране. Тоже, да. Наша вот якутская публика, она как-то отличается, вот, ну, допустим, сравним с российской, с другими регионами, где вы бывали? Я не могу сильно различать публику. Публика, она везде, если она любит музыку и оперное искусство, то принимают везде одинаково хорошо. Но все-таки вот градус теплоты выше здесь. У нас? Да. А если сравнивать с зарубежными? Зарубежные, там они больше понимают, они больше аналитики, чем, скажем, эмоциональная составляющая, там может быть ниже. Но зато там ощущение профессионализма, да, вот, того, что мы действительно не отстаем, вот, скажем, от мирового уровня, вот там уже четче прослеживается. То есть все-таки зритель за рубежом, он больше анализирует, все пытается делать какие-то выводы. Но они дольше воспитаны.
Поэтому, на таком искусстве. да, более избирательны в этом плане. Ну, вот говоря про улучшение, да, творчества, да, ну, именно продукта конечного, назовем его так, в последнее время руководство театра оперы и балета часто приглашает именитых дирижеров, художественных руководителей, опять же, оперных коучей. Сказывается ли это на, ну, естественно, на качестве артистов, скажем так, и как дорого театру обходится? Я не могу сказать в отношении художественного руководства что-то конкретно, но в отношении приглашения дирижеров и коучей я только приветствую, потому что если мы хотим быть, находиться на уровне, на мировом уровне, да, принятых стандартов, то мы должны соответствовать требованиям. А это всегда требует более тщательной разработки и работы и над музыкальным текстом, и над, конечно, над поэтическим текстом. Поскольку у нас итальянские оперы идут на языке оригинала, то мы должны как бы правильно произносить, чтобы правильно было звуковоспроизведение наших оперных партий. Так что в этом плане для нас это только имеет положительный эффект. Ну вот, кстати говоря, про стандарты какие-то, есть ли сегодня, ну, грубо говоря, какой-то вот законодатель условно моды, да? Как, вы знаете, в свое время там ценились там немецкие машины, к примеру, японская техника. Вот в опере есть кто-то, кто во флагмане вот этого всего находится? Ну, опера, родина оперы — это Италия, поэтому они тут диктуют, они законодатели. Она не меняется, она так и остается. И для меня это неизменно. Ну, вот помимо приглашенных, вот опять же, дирижеров, коучей, да, какая работа сегодня с труппой театра проводится? Вообще, какая она сегодня, эта труппа? Труппа всегда обновляется, значит, приходят новые молодые силы, которые должны органично влиться и в творческий процесс, и вообще в труппу театра. Да? Конечно, работа идет, ну, во всех направлениях, во всех отношениях. И я должна сказать, что у нас очень много мастеров сцены, на которых нужно молодежи равняться, такие как Нина Чигирева, Айталина Адамова, Иван Степанов, Семен Оконешников. Я называю уходящие натуры, но это такие мастера сцены, оставившие определенный яркий след на оперном небосклоне нашего искусства республиканского, то, что у них можно учиться бесконечно. Ну, вы сказали, да, что молодежь должна на них равняться. А много ли молодежи сегодня? Не так много, но я думаю, что здесь следует идти, стараться работать в отношении качества, а не количества. Ну вот говоря про, опять же, труппу, мы переходим, естественно, про сами спектакли. Вот вы как художественный руководитель, как оцениваете? Я не художественный руководитель, я член художественного совета. Да, не оговорился, простите. Вот как член художественного совета, как оцениваете репертуар театра и много ли сейчас премьер ставится? Репертуар театра пополняется каждый год. У нас как бы по плану 2 оперных спектакля и 2 балетных спектакля должны обязательно в сезон входить, как бы новые названия. В этом плане у нас балетная труппа работает очень активно. Недавно прошла премьера балета Адана «Корсар». Очень тепло была принята эта постановка. И в предстоящих планах театра тоже пополнение репертуара идет. Кстати, в рамках фестиваля, посвященного юбилею Айталины Адамовой и Афанасьевой, будет премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур», в котором будут заняты не только солисты нашего театра, но и приглашенные. Это будет, опять же, как бы свежее, новое вливание, и я думаю, что для нашей публики это будет очень интересно. И в рамках этого фестиваля будет проходить еще конкурс молодых певцов. Это как бы новая заявка нашего театра, и я думаю, что это будет очень интересно. Именно оперных певцов? Оперных певцов, да. Ну вот театр все-таки, он театр оперы и балета. Вот да. Мы поговорили очень так, ну, достаточно обширно про оперу, не затронули особо сильно балет. А как сегодня у нас с балетом? То есть, ну, с точки зрения зрителя, охотно ли зритель идет на балет? Вот поэтому я заговорила о балете, потому что наш балет очень в последние годы очень ярко заявляет о себе. И это благодаря, я думаю, той политике и руководству, когда было организовано вот хореографическое училище имени Посельских. И сейчас наша балетная труппа может ставить такие полноценные спектакли, вот как тот же спектакль, о котором я говорила, балет Адана «Корсар». У нас идут и «Спящая красавица», у нас «Лебединое озеро», у нас «Спартак». То есть балетная труппа театра осваивает, ну, то есть
разнообразные жанры, да, и разнообразные балетные постановки. У нас идут современные постановки. У нас очень хороший выбор детский репертуар, детского балетного репертуара. То есть мы стараемся заинтересовать любой слой нашей публики, начиная с детского, скажем, да, контингента, возраста контингента и выше. Но все-таки много ли сегодня людей именно заинтересованы балетом? Потому что, на примере себя скажу, я один раз пришел на балет, но вот я понял, что я не понимаю этот язык немного, то есть, да, красиво все, да, профессионально, вопросов нет, но конкретно я сам не понимаю, то есть оперу я понимаю намного больше. Поэтому воспринимаю даже скорее, не понимаю. То есть нет ли таких проблем с балетом сегодня? Ну, мне кажется, нужно просто чаще ходить, чтобы понять, потому что количество всегда переходит в качество. А наша балетная труппа представлена очень яркими солистами, такими звездами, как Сарел Афанасьев. Ну и молодежь сейчас очень сильно о себе заявляет. Ну, я не буду называть всех, чтобы никого не обижать, но вот яркая звезда – это, конечно, Сарел Афанасьев. И на него равняются очень многие. Ну, это уже ближе к концу нашей беседы. Подводя итог, много ли гастролей у театра запланировано на этот год, на год театра? Чем вообще театр? Ну, про то, что чем будет удивлять, мы уже говорили. Вот. Будут ли гастроли, опять же, возможно, на территории Якутии? Обязательно у нас предстоят гастроли не только в пределах нашей республики по улусам, но и за пределами нашей республики. У нас предстоят гастроли осенью в Германию, потом планируются гастроли в Корею. Ну, это вот пока вот две республики, о которых я знаю. Но предложений поступает очень много, просто их надо то есть распланировать и продумать. Тут финансовая сторона дела тоже имеет немаловажное значение. Ну и в завершении уже беседы пожелания зрителям. Любить театр, не только оперный, но и драматические театры, и вообще искусство принадлежит народу. Я думаю, что в год театра это мы очень ярко осознаем очень четко. И я думаю, что наше искусство, оно всегда было, есть и будет востребовано людьми, потому что это красота, это мир, это добро, это мир человеческих чувств, которые неизменны. Альбина Михайловна, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на вопросы. Действительно интересная беседа была. Я вам желаю в творческих успехов в первую очередь в год театра. Ну и, конечно же, чтобы год театра действительно стал знаковым таким событием, ну не только даже для театра оперы и балета, для всех театров нашей страны. Нашим же зрителям пожелаю также, вот повторюсь, любить театр, развиваться духовно. И напоминаю, что в гостях у нас была народная артистка России и Якутии, а также член художественного совета театра оперы и балета Якутии Альбина Борисова-Кычкина. Оставайтесь с нами.